Балкова. Коллеги, меня зовут еще раз Сергей Журавлев. Спасибо, что мне предоставили первому слову. Я еще не очень сориентировался в поездке. Очень общо задан предмет обсуждения, и поэтому я попробую выступать как эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы. 2 года идет большая программа по подготовке управленческих команд. Сначала она была посвящена моногородам, и многие моногорода Дальнего Востока в ней приняли участие. Сейчас программа вместе с Агентством стратегических инициатив обучает региональные управленческие команды. В октябре программа заканчивается, и региональные управленческие команды должны выдать будут проекты государственных программ. В моем видении 3 региона: Бурятия, Читинская область и Саратовская область. Соответственно, у меня есть с чем сравнивать и примерно предполагать, что из всего это получается. Жаль, что мне не достался Дальний Восток. Я очень хотел, но не получилось мне здесь попробовать поразвивать вместе с командой. Ну вот, собственно, в повестке сегодня стоит вопрос о том, сработала ли государственная политика, насколько она эффективна для Дальнего Востока. Прежде чем рассказать о своих проектах и их потенциалах, хотелось небольшая была у меня тема. Сегодня ночью, так как я с самолета рано-рано проснулся, местного времени мне позвонила сразу же девушка из дальневосточных вестей, но почему-то из Москвы. И мы с ней сейчас рассказывали как раз по повестке сегодняшнего вебинара. Как считать экономическое развитие Дальнего Востока? Я почти конспект нашего обсуждения с ней расскажу сначала. Вот, как считать развитие Дальнего Востока, если 30 лет фактически регион был забыт, заброшен и никому не нужен? Сейчас многим более 5 лет о нем вспомнили и начинают что-то делать. Когда можно ждать эффектов при такой политике? Быстрых эффектов не будет. Привел ей пример Калужской области. Более 10 лет Калужская область развивала свой автомобильный кластер. Представляла огромные льготы, попала в огромные долги. До сих пор регион почти в дефолтном состоянии. Только последние 3-4 года стали появляться так называемые экономические эффекты. Но за это время реализации кластера огромное количество социальных эффектов возникло. Транспортная инфраструктура, социальные объекты, новые рабочие места, более 100 тысяч человек устроены на работу. Изменился город, стало комфортнее жить. Калуга получила реальный бренд. Это один из самых известных регионов в стране. Можно ли считать политику региона, принятую 15 лет назад, ошибочной? Она сегодня при дефолтном состоянии. Как вы сами что считаете? Не хватает фактов для признания. Какая разница? Далеко. Возьмем давайте Детройт. Какая разница, какой регион взяли? Вот какой-то регион принимает долговременную политику и пытается ее реализовать. При этом попадает в жесткие долги, не получает долгое время налогов и старается превратить мечту о чем-то в реальность. Соответственно, то же самое происходит с Дальним Востоком сегодня. Я не знаю, здесь регионы другие есть, кроме Сахалина? Есть. То есть я вообще о Дальнем Востоке могу говорить честно. Хорошо. Я был в Якутске, много там поработал, я был в Владивостоке, вот в Сахалине впервые. Тем не менее, я считаю, что за 5 лет мы никаких эффектов получить не можем. Так быстро реализоваться и состояться невозможно. Но тем не менее, залоги будущего, предоставленные нам Федерацией, надо, конечно, использовать по полной. Дальше впечатление только из центра, потому что здесь местную специфику я пока не знаю, мне сложно судить, но вот там нам в центре всех возможностях экспертиз, собственно, регион-то не особенно и виден, заметьте. И вовсе не потому, наверное, что государство о нем не заботится,
вовсе не потому, что не создаются торы, не оказывается помощь на городам, так или иначе не развиваются инвестиционные проекты. Мне кажется, наглости у регионов мало. Вот в хорошем смысле. Наглость. Якутов я знаю, якуты наглые, в хорошем смысле, опять же. Они то мультфильмы подсовывают, то кино снимают, то театр показывают. У них много и есть чего показать. Но почему другие дальневосточные регионы так скромны? Почему в их экспансии культурной, экономической, информационной так мало в центре России? Почему, опять же, задаюсь этими вопросами, их больше, чем я успею здесь задать, но тем не менее, скажите, почему придумывание будущего регионов лежит на совести Российской Федерации? Я был во Владивостоке, общался с бывшим губернатором, проводил сессии с университетом. У меня сложилось ощущение, что все здесь чего-то ждут. Вот придет большой дядя из Москвы и расскажет о том, как будет жить Дальний Восток. И из этих всех разговоров такое резюме складывается, что бы тут кто ни делал с Федерацией, все равно народ бежит. Все равно здесь неинтересно, будущего как бы нет. В то же время есть огромная часть населения, население это не уменьшилось в 2 раза, и в 3 раза не уменьшилось от того, что было, которое здесь по каким-то причинам живет. По каким-то причинам ей здесь жить нравится или необходимо. И у меня складывается ощущение из всех тех проектов, которые демонстрировали городские команды моногородов, что людям здесь есть что сказать, но они почему-то то ли не организованы, то ли не научены, то ли стесняются высказать собственный взгляд на то, как здесь правильно жить. Вот мне кажется, в этом сегодня главный вызов. Не в том, что нам даст Россия, даст, что может. Но это отложенные эффекты, они будут сработать не скоро. Не в том, сколько у нас денег, их всегда мало, где бы мы ни жили. Не в том, сколько у нас людей, их будет, наверное, еще меньше на Дальнем Востоке. И вовсе не потому, что Дальний Восток хуже, чем какая-то Средняя Россия. Так устроены современные демографические процессы, и Россия, к сожалению, в целом, за исключением нескольких регионов, оказалась мировой провинцией. Может ли она вернуться в лидеры? Наверное, не при нашей с вами жизни, но может. Будем к этому прилагать, надеюсь, усилия вместе. Вот, моногорода, команды моногородов демонстрировали в прошлом году очень интересные идеи. Я не помню какие-либо из Дальнего Востока, но вот по моим командам, которые у меня были, у меня прошло 5 команд, есть четкий, достаточно яркий тезис, который демонстрирует почти все. Он заключается в следующем: не мешайте, не лезьте. У нас уже сложилось, мы уже научились выживать, мы уже умеем здесь жить. Мы не требуем во что бы то ни стало помощи, просто не мешайте. Вот и у меня складывается ощущение, я уже, наверное, перелимичиваю, да? Поэтому буду по-хорошему завершать. Что, можно еще поболтать? Я тут закрываю пустые места сегодня. Вот. У меня ощущение, что в Дальнем Востоке, в регионах, по крайней мере, есть свои культурные коды. А есть свой уже сложившийся генофон. У этого культурного феномена есть способность выживать, есть опыт выживания, есть вкус к местной жизни, есть настроение эту местную жизнь улучшать теми кодовыми значениями и смыслами, которые здесь сложились, а не которые мы ждем, и не которые надо привнести откуда-то. Россия вообще уникальна тем, что она никогда не повторяет чужие кейсы. Неважно, это внутрироссийские кейсы, например, в той же Калуге. Опыты нельзя повторить в любом другом регионе. Вот американцы, они умеют, они на кейсах
живут. Нам долгое время рассказывали о том, что вот кейсы надо подсматривать, надо учиться у других, быстро внести и переделывать, и делать так же, как они здесь. Так не получается, и вы, наверное, это чувствуете неоднократно, пробуя повторить чей-то чужой опыт. Я призываю всех здесь, участников сообщества, и у нас будет 2 дня еще для обсуждения, чтобы мы вот эти местные условия, местные коды, местные настроения все-таки превозносили, не стесняясь ими руководствоваться в своих планах, и были как можно наглее, не только в отстаивании своих позиций, своего права на жизнь, но и прежде всего с целью как можно чаще напоминать о себе в мире, как можно громче кричать, чтобы вас узнавали и слышали, как можно больше информировать о том, что здесь происходит, даже если происходящее вам самим не очень нравится. Заканчивая историей короткой про город, про Ульяновский регион. Был какой-то удивительный год, я уже не помню, примерно 6-7 лет назад, когда Ульяновская область почти каждый день была в федеральных новостях. Почти каждый день. Никаких специальных усилий, я даже расследование какое-то пытался проводить, администрация региона не предпринимала. Но по каким-то причинам из разных внутренних источников новости все время попадали в федеральную повестку. Вот этих разных причин вам бы побольше и людей, которые хотели бы этим позаниматься. И тогда у региона все случится. По очень простой причине. От вас всегда будут уезжать люди. От вас всегда будут уезжать дети, учиться и искать себя в мире. К вам должны приезжать люди. К вам должно быть интересно есть. Должна появиться мода поездок на Дальний Восток. Какие-то тест-драйвы территории необходимо делать, и вам в администрациях, в городах надо для этих тест-драйвов придумать собственные программы. Как хотите. Только тогда здесь появятся люди, которые будут ваши уникальности, ваши культурные коды разносить по миру и говорить, вот здесь надо жить, сюда надо ехать, сюда надо вести деньги, и здесь надо развивать будущее. Спасибо. Спасибо большое.